Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Какой секрет, какую тайну откроют для вас сегодня песок? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Интересно. Здесь два человека договорятся, здесь два человека сойдутся, и здесь для двоих идет мир. Да, вот один мир на двоих, либо одно дело на двоих. А мои хорошие, вы все разные. Меня смотрят и мужчины, и женщины, причем разных возрастов. Здесь речь идет о союзе. У кого-то идет любовный союз, да, когда люди сходятся по любви, а у кого-то идет деловой союз, да, деловые отношения, либо дружеский союз, дружеские отношения. Но это по судьбе, понимаете, вам по судьбе с этим человеком сойтись, объединиться и жить, не знаю, бок о бок, либо одной семьей, в миру жить, да, то есть в гармонии, не ссориться, не ругаться, не создавать друг другу проблемы, а наоборот, вот радоваться друг другу, помогать друг другу и друг друга поддерживать. Это очень хорошее событие. Если вы сейчас думаете, что вы одна, либо один, и никого нету, да, ни одной родной души рядом нет, вы ошибаетесь. Вот оно, ваше будущее. Песок говорит, ты не будешь одна, ты не будешь один. У тебя будет любовь, да, возлюбленный, возлюбленная, либо у тебя будет настоящий друг, либо партнер, да, там, по бизнесу, например, партнер. Это очень хорошие связи, причем эти связи, они и прочные, и вечные. Вот что идет. У вас человечек такой появится, да, либо вы сойдетесь с таким человечком, который, как ваше зеркальное отражение, очень легко будет общаться. Вы можете быть похожи внешне, вы можете быть похожи там, по характеру, по темпераменту, по восприятию, по строению, структуре мысли. Ну, это замечательный союз, союз, которого вы заслужили, союз, который идет во благо. То есть судьба вас сведет для того, чтобы наградить. Кстати, наградить и вас, и того другого человека, когда взаимная награда. Ну, одно сердце на двоих, одна голова на двоих. Вот что у вас идет. Очень плодотворный союз, дружеский либо любовный у вас идет. Дальше, мои хорошие, мне показывают вашего недоброжелателя. Недоброжелатель, враг, не знаю, злопыхатель, завистник. Человек, который ядом поливался в вашу сторону, да, либо какие-то даже действия негативного характера совершал в вашу сторону. Человек достаточно много вреда вам причинил. Это могло быть как опосредованно, так и прямо. Да, то есть человек мог рядом с вами быть и вас обижать. Либо человек мог быть с вами на расстоянии и с расстояния пакостить, мешать. Опять же, это может быть и на работе, и в личной жизни, и даже в родственных отношениях, там, соседских отношениях, коллеги по работе. Но человек такой, знаете, ядовито-агрессивный идет мне. Человек, который не боится, как говорится, ни бога, ни черта. Такой человек. Прожженный, отчаянный. Как, знаете, вседозволенность вскружила голову этому человеку. Смотрите, идет час расплаты. Идет момент, когда этого человека, знаете, как говорят, за жабры возьмут. И все, не успеет пикнуть. Там за спиной уже что-то происходит у этого человека. Какие-то молниеносные события, очень такие яркие, жесткие, я бы даже сказала, жестокие. И ваш враг, он как повержен идет, да, либо изолирован, доступа не будет, к вам не будет доступа. Вот эта помеха, она раз и навсегда уходит из вашей жизни.
И об этой ситуации вы как-то достаточно быстро узнаете. У кого-то отыграется, что эта ситуация произойдет прямо на ваших глазах. Вот как ваш враг будет повержен, да, вы сами это все увидите. Достаточно жестко все это будет происходить, жестко, очень жестко. Но что человек заслужил, то он и получит. Вот прям эти слова вы так и скажете кому-то, кто будет рядом находиться, либо там, в будущем вы будете рассказывать, описывать эту ситуацию, так и скажете. Человек заслужил, человек получил. Все, возьмите, распишитесь. Нельзя быть таким агрессивным, нельзя быть таким злобным, и нельзя безнаказанно творить зло. Рано или поздно, да, любое зло, оно должно быть искуплено, да, то есть нужно за все платить. И вот ваш враг, он сполна расплатится. Так, следующий момент, тайна и секрет. У вас дома что-то есть, какая-то вещь есть, очень ценная. На эту вещь вы смотрите как на ветошь, да, либо на что-то такое, типа старое, надо на мусорку отнести, а вещь на самом деле очень ценная. Либо это где-то вот прям в квартире вашей хранится, либо где-то в каком-то гараже лежит. Очень ценная, дорогостоящая вещь. Если ее найти, если ее, не знаю, там более-менее привести в вид, более-менее товарный, очень дорого вы можете ее продать. Очень дорого. И смотрите, здесь как и предупреждение вышло. Молчать. Молчать о том, что эта вещь есть у вас. Не говорите своим родственникам, иначе вас обворуют. Вот прям придут и украдут эту вещь. Не говорите родственникам, если нет родственников, не говорите друзьям, подругам, вообще никому не говорите. Пойдите, вот найдите, поймите, что это она, и продайте. Вы заработаете очень хорошие деньги. Так она лежит, как говорится, там ржавчиной покрывается, либо дырочками берется. Так вы можете продать и выручить очень приличную сумму денег. Еще тайна и секрет. На вашей работе о вас говорят. Причем говорят разное. Вам доходит критика, то есть вы слышите критику, либо вам кто-то рассказывает, что знаешь, там тебя критикуют, тот человек тебя критиковал. Но есть и хорошие вещи, говорят о вас и хорошие, но этого вы не слышите, об этом вы не знаете. Хорошие о вас говорят те, кто чином старше, выше, то есть это начальники, это там управленцы, они говорят о вас хорошее. И у ваших начальников, у ваших управленцев какая-то вот мысль, не знаю, вас повысить, может быть, там, расширить ваши полномочия, соответственно, увеличить вам зарплату, либо предложить даже какую-то работу, да, может быть, в новом проекте, куда-то вас перенаправить, может, попросить, чтобы вы обучали там, новеньких, да, кто приходит в ваш коллектив. Такие вот прям далекоидущие планы. Особенно это играется у тех, кто боится пенсии, да, либо собирается выходить на пенсию. Вас не захотят отпускать, вы очень нужны, очень важны вашему производству, либо компании, где вы работаете. Кстати, кто вышел на пенсию, причем недавно, там год-два года назад, скорее всего, на вашей работе о вас вспоминают, хотят вас звать обратно на очень хорошие условия. Так что, если вы по работе соскучились, если чувствуете в себе силу и энергию, это хорошее предложение. Это очень хорошее предложение. По крайней мере, по деньгам вас никто не обидит. Никто. Так, еще для тех, кто дома сидит, вот совсем не работая, да, ничем вы не занимаетесь, сидите дома. Здесь хотят люди у вас учиться, либо у вас хотят спрашивать опыт, знания, советы хотят у вас спрашивать. Вот к вам начнут ходить такие, знаете, ходаки с просьбами, с вопросами, с обращениями. Вам идет подсказка, что можно именно этим зарабатывать себе на жизнь. Может быть, вы и не будете там все это делать по какой-то определенной таксе, но вы можете получать какие-то подарочки, вы можете получить какие-то денежки. То есть, если вы это все поставите на рельсы, на профессиональные рейсы, то вы можете стать достаточно таким крутым коучем, да, жизненных ситуаций. Будете обучать, будете давать советы, будете делиться своим опытом и этим зарабатывать. Вот кому эта тема интересна, кто столкнулся уже с этими ходаками, просителями, либо столкнется в ближайшее время, вам сразу песочек советуют.
Сделай бизнес, сделай на этом бизнес. Бизнес будет очень успешный. Так, еще. Здесь у меня, ну, скорее всего, человек что-то выращивает. Вы можете выращивать скот, вы можете выращивать там какие-то овощи, фрукты, цветы можете выращивать. У вас что-то не получается. Либо там животные болеют, либо ну, не растет, да, не растет. Рассаду посадили, не растет. Там цветочки не цветут. Там еще что-то, там саранча напала, да, либо там эти колорадские жуки налетели. Да, что-то вот не так идет. Вашу работу, да, вот ваш бизнес, ваше увлечение, да, может быть, это не бизнес, вы увлекаетесь, да, любите цветы, поглазила соседка. Соседка, знаете, вот такая прям обзавидовалась тому, что у вас все хорошо, что вы занимаетесь, что вы любите то, чем вы занимаетесь, что у вас все получается, а у нее не получается, либо у ее семьи не получается. Они, кстати, очень ленивые, скорее всего, еще и пьющие. Вот, и они, как, знаете, все профукали, она на вас смотрит и прям черной завистью исходит. Здесь нужно чистку провести. Проведите чистку, у вас все наладится. И животные перестанут болеть, и там цветочки начнут цвести. Ну да, чем вы занимаетесь, будет хороший результат. Здесь нужно почиститься вам, поставить на себя защиту, и все у вас будет хорошо. То есть вас глазит, понимаете, чтобы у вас прям все с рук валилось, чтобы у вас ничего не получалось, либо то, к чему вы прикоснетесь, не имело результата. Вот что поделали. Именно от зависти, понимаете, такое идет. Так, еще секрет. Человек, который вас недавно обидел. Человек мог обидеть вас словом, либо делом. Человек очень сильно сожалеет о том, что это сделал. Очень сильно сожалеет. Но какая-то глупая идиотская гордость не позволяет этому человеку прийти попросить прощения. Человек, знаете, как легче спрятаться, да, чем заглянуть в ваши глаза и попросить прощения. Вот вы должны знать, что человек сожалеет, на самом деле очень сожалеет. Здесь потребуется время, чтобы человек набрался мужества, чтобы человек поборол эту свою противную гордость и пришел к вам с извинениями, с такой, знаете, покорной головой. Дайте время. Не думайте, что человек прям ненавидит вас, либо специально это сделал. Нет, ну так случилось. Знаете, как не сдержался. Наговорил, а теперь сидит и мучается тем, что наговорил. А гордость не позволяет прийти и попросить прощения. Так, еще. Здесь кто-то за вами постоянно наблюдает. Любуется, восхищается. Человек о вас мечтает. Человек, ну, как-то украдкой вас видит. Да? У человека, может быть, нет возможности, либо нет права к вам подойти. Но вы этому человеку очень нравитесь. Очень-очень. У кого-то отыграется, что прям человек влюбленный и потерял покой и сон. Постоянно думает о вас. Замиранием сердца ждет момента, когда вас увидит. Может быть, вы ездите в одном транспорте, либо живете по соседству. Человек прям сидит возле окна и ждет, пока вы выйдете из дома, чтобы вас увидеть. А может быть, вы работаете вместе, да, и человек вот прям любуется вами, когда вы работаете, потом дома постоянно вспоминает, живет этими воспоминаниями и мечтой о вас. Вы по глазам этого человека поймете, что он в вас влюбленный. Человек случайно, либо, знаете, как, ну, не знаю, он как-то себя выдаст. Скорее всего, случайно, да, вот как-то на вас там посмотрит, улыбнется вам, либо что-то скажет, может быть, попытается до вас дотронуться. Да, либо еще, знаете, как может отыграться? Кто-то увидит, как с обожанием этот человек там за вами наблюдает и вам об этом расскажет. Если этот человек, ну, вам нравится, да, есть взаимная искра, то вы можете сделать первый шаг, да, хотя бы там просто улыбнитесь лишний раз. Поверьте, это будет решающий момент. Вы дадите этому человеку надежду, вы дадите этому человеку зеленый свет, и человек уже начнет движение в вашу сторону. Так, кто-то общается в интернете, и человек куда-то пропал. Вот пропал, не выходит на связь, не знаю, заблокировал в конце-то концов, либо заблокировала.
И вы очень сильно это восприняли, вот как болька у вас на сердце, вопрос и болька, вот не дает вам эта ситуация покоя. Мои хорошие, все очень просто. Человек про себя наврал очень много. Человек хотел показаться лучше, чем он есть. А человек стесняется каких-то вещей в своей жизни. И человек слабенький, слабенький, понимаете, нет мужества вот рассказать вам, как есть. Человеку проще спрятаться, чем перед вами держать ответ. Тут пройдет, может быть, неделька, чуть больше, чем неделька. Человек опять появится. Появится и до следующего момента, когда вы будете ставить вопрос ребром, либо конкретные вопросы задавать. К сожалению, человек, такой, носит маски. Я не могу сказать, плохой или хороший, но носит маски, всегда себя выдает не из того, кем является на самом деле. Имейте это в виду, чтобы не было потом какого-то сильного разочарования. Вот просто изначально относитесь к этому человеку как к какой-то двуличной личности. Да, потому что так оно и выглядит. Кстати, может человек использовать не свою фотографию, либо человек может вам рассказывать, что он какой-то там предприниматель, на самом деле он там обычный водитель. Да, такое тоже может быть. Как прячет свою настоящую жизнь от вас, стыдится своей настоящей жизни, либо стыдно за какие-то деяния, поступки. Так, еще секрет. Здесь секрет для тех, кто замужем в браке. Здесь мужчина, он деньги собирает на что-то, он на что-то откладывает деньги. У него есть заначка, либо у него какой-то отдельный есть счет, например, да, куда он может складировать деньги. Мои хорошие, я не могу сказать, на какую цель он собирает, но ключ у него в левой руке. То есть он не намерен вам рассказывать о том, что он собирает эти деньги. Если у вас ситуация непростая, вот по финансам особенно непростая, здесь нужно на человека давить, конкретно давить, для того, чтобы он финансово помогал. Вот. И также, если будет у вас возможность, попробуйте разузнать, что у него там за счет, либо куда он нычет свои деньги. Может быть, он дома где-то в какую-то книжку их закладывает, либо где-нибудь там между диваном и креслом прячет. Есть у него такое. Сумма достаточно такая приличная у него там уже собралась. Так, еще здесь девушка с каким-то мужчиной общается. Вы общаетесь, либо встречаетесь, либо просто общаетесь. Мужчина вам морочит голову. У этого мужчины есть другая женщина. И вот мужчина такой, знаете, как ненасытный, что ли, в отношениях. Ему хочется и с вами, и с той другой женщиной. Вам он говорит одно, той другой женщине говорит другое. При этом он и вам, и той женщине морочит голову. Будьте поаккуратнее с этим мужчиной. Он слишком такой, знаете, эгоистичный, себелюбивый. Вот он почему определиться не может? Вы ему очень нравитесь как женщина, вот вы его привлекаете в плане интима. А та другая, она очень спокойная, удобная и, знаете, такая вот овца. Овца, которая, куда ей скажут, туда она идет, да, что ей скажут, что она и делает. Вот, и он никак не может определиться, что ему нужно, красивая и страстная, либо домашняя послушная. Девчонки, он, конечно, эгоист редкостный. Здесь песочек прям так и говорит, вот прям подумай хорошо, нужен ли тебе такой мужчина. Он же о тебе никогда не будет заботиться, он всегда будет выбирать себя, он всегда будет думать о своих интересах, о своих удовольствиях. А ты всегда будешь там где-то на задворках в его жизни. Поэтому, девочки, пока вы еще прям так сильно не влюбились, пересмотрите свое отношение к этому мужчине, либо выводите его на чистую воду. Потому что если и дальше так пойдет, вы прям совсем влюбитесь, и так и будете у него на побегушках исполнять его желания. А он, видите, и вам, и другой женщине голову морочит. Так, еще. Какие-то деньги вы должны получить. Деньги, вот такой закон, либо право ваше. Вот по закону, может быть, должны получить. Что-то вы должны получить. И это что-то задерживают. Задерживают руками. Знаете, вот как вот так держат, да, чтобы эти деньги к вам не попали. Очень такие хитрые люди. Я не могу сказать, что они пользуются вашими деньгами. Нет, скорее как для галочки, скорее как какое-то такое распоряжение, да, что типа там не выдавайте, не отдавайте, придержите.
Вот если вам кто-то должен какую-то сумму, либо у вас есть право на какую-то помощь, там, дотации, субсидии, идите требуйте. Потому что вам вроде как выделили, выписали, а такие хитрые служащие, либо хитрые там, руководители в компании, они это все задерживают и удерживают. Нужно бороться, получать эти деньги. Так, еще по здоровью хочу сказать. Вот у кого-то что-то болит, и вы подозреваете какую-то болячку. У вас не она, абсолютно не она, у вас что-то другое. У вас что-то менее сложное, менее опасное, но болячка, знаете, как маскируется под достаточно серьезный диагноз. Вам тут такой совет идет: ищите помощь у проверенных специалистов, то есть с хорошими отзывами, людей, которые там долго работают в медицине, может быть, занимают какие-то должности. Вот туда лучше идите, не ленитесь. Если нужно ехать, едьте. Если нужно добиваться, добивайтесь. Иначе вас могут лечить не от того, чем вы болеете. Результат будет, в лучшем случае никакой, в худшем случае осложнения могут быть. Вот прям песочек говорит, вот здесь нельзя прошляпить момент, здесь нельзя довериться абы кому. То есть не все люди, которые носят белые халаты, действительно доктора от Бога. Да, есть просто люди, которые штаны протирали в мединституте, а потом по книжкам лечат людей, да, либо в интернете диагнозы ставят. Ищите себе именно хорошего доктора. Это не серьезная болезнь, она быстро лечится. Вот если ее запустить, то могут быть проблемы. А если вообще будут лечить не от того, что болит, то может быть даже какая-то более усугубленная проблема. Так, мои хорошие, не болейте, берегите себя. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.